Зайнаб Усмановна, вот с тех пор испанка, этот грипп, он фиксировался в последующие годы. Почему я это говорю? Сейчас говорят, что коронавирусная инфекция может остаться с человечеством, и в последующем по сезону вновь могут быть вспышки. Вот испанка, она осталась? Конечно, в то время грипп, который назывался испанка, он был вызван штаммом вируса гриппа типа А, который обозначался как H1N1. И вот в нашу бытность, мы помним, февраль 2009 года тоже была ВОЗом объявлена пандемия, тоже гриппом, вызванным этим штаммом, но вот он уже назывался свиным гриппом. Если позволите, хотела бы некоторые вещи уточнить. Значит, вирусы-то, они никуда не деваются. Для всех инфекционных заболеваний есть такая характерная черта, которая называется особенность, которая называется периодичность заболевания. Вот сейчас все живущие люди, допустим, или мы, которые жили в 2009 году, мы, кто переболел клинически манифестной формой, кто переболел просто бессимптомной формой, и получилось, как-то население получило такой так называемый коллективный иммунитет. В связи с тем, что заболевание может существовать, только обязательным необходимым условием является то, что должен быть источник инфекции. В данном случае это только человек больной. Данная инфекция, должен быть механизм передачи и тот человек, который может заболеть. И вот когда случается такая ситуация, что все, кто могли, переболели или манифестными, или бессимптомными формами, произошло это естественное проэпидемичивание, тогда получается некому заболеть, и как-то вирус в природе остается. Допустим, по гриппу H1N1 природным резервуаром там являются свиньи, которые могут болеть и своим гриппом и человеческим гриппом. Теперь все-таки, наверное, нас всех и наших телезрителей больше интересует вопрос коронавирусной инфекции. Природным резервуаром коронавирусной инфекции, всех их я дальше обозначу, сколько чего там, природным резервуаром являются рукокрылые, или как мы привыкли их называть, летучие мыши. И теперь, конечно, сейчас это попало в среду человеческую, сейчас мы благополучно с помощью Всевышнего это все преодолеем, но вирус останется в природе и пройдет каких-то 20, 30, возможно, 40 лет, я не знаю, когда родится уже новое поколение, которое не имело контакта с данным вирусом, будет возможность, к сожалению, что вновь может быть вспышка. В последующие годы есть ли вероятность того, что коронавирус, он станет, даже если он останется, он будет в более мягкой форме проходить? Да, такие наблюдения имеются. В отличие, кстати, от гриппа H1N1, который, кстати, многократно по-разному обзывался, у него очень высокая мутационная изменчивость. По данному вирусу, сейчас, по крайней мере, мы сейчас ограниченные данные научные имеются, он такой высокой мутационной изменчивостью не обладает. Это раз, это хорошо. Это хорошо для того, чтобы повторных случаев, потом вспышка, она будет следующая, более отдаленный раз. И второе, это хорошо с тех позиций, что легче создать вакцину.